До начала чемпионата мира осталось всего неделя. В боевой готовности находятся все службы, в том числе и музей Степана Эрзи. Именно он предоставил площадку под экспозицию фотографий Кайо Вилелы. Бразильский журналист побывал в самых разных уголках нашей необъятной страны и каждым щелчком своего объектива запечатлел тот неоспоримый факт, что Россия – футбольная страна. Уникальные фотографии, то есть мы видим, он снимал в 20 регионах российских, и мы видим такой как бы непрофессиональный футбол, но тем не менее кадр его настолько композиционно выверен, да, и динамика, и вот, в общем-то, мы видим и такое движение души тех мальчишек, девчонок, которые играют в футбол. И очень приятно, что эта выставка сегодня у нас. Летом прошлого года он побывал в Саранске и именно тогда договорился с руководством музея о проведении выставки. Почетную миссию по ее организации возложили на заведующего отделом развития и информационных ресурсов музея имени Эрзи Романа Тынасичука. Он дополнил выставку инсталляцией оригинальных футболок известных клубов и сборных со всего света из своей частной коллекции, которая вполне органично смотрится на фоне профессиональных фотографий. Год назад, летом, в нашем замечательном городе фотографировал детей в рамках своего проекта, продолжающегося «Футбол без границ». Вот это его авторский проект, который он ведет уже на протяжении многих лет. В рамках этого проекта открывались выставки в Белграде, в Мадриде, в различных городах других стран Европы. В России это первая вообще выставка. По видеосвязи из солнечного Сан-Паулу на связь с Саранском вышел сам автор выставки Кайо Вилела. Он поприветствовал присутствующих и выразил уверенность, чемпионат мира в России пройдет на высшем уровне. Осталось всего 7 дней, обратный отсчет уже стартовал. Никита Борискин, Максим Тузин, Евгений Фролкин. Народные новости.